Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. И с вами, как обычно, ведущий Петр Цепантин. Мы находимся в гостях у Сарелла Тихонова, нашего друга, который тоже был у нас в гостях, который сказал: ребята, приходите в нашу барбекюшную зону, поснимайте здесь. Мы продолжаем летнюю серию нашей программы. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Василий Ефимов. Вася, приветствую. Вася, генеральный директор венчурной компании «Якутия» и Фонда развития инноваций. Вась, спасибо, что ты согласился прийти в гости на нашу передачу. И так как у нас кулинарное ток-шоу, не могу не задать вопрос, который звучит так. С чем ты к нам сегодня пришел, что будем сегодня готовить? Хорошо. Во-первых, большое спасибо за такой интересный опыт. Я уверен, что сегодня будет весело и вкусно. Сейчас расскажу про ингредиенты, которые сегодня принес. Постарался принести в основном только местные ингредиенты, потому что сейчас хороший сезон, лето и так далее. Но какие-то, все конечно, свое? все, ну, практически. Я сейчас покажу. Я смотрю, что-то с огорода, да? Да, с огорода. Во-первых, вот это любезно предоставила моя мама со своего города. Это клубника, малина и вот зеленый лук. Мама, большое тебе спасибо. Да, привет. Да, большой привет. Так, значит, у нас здесь помидоры, это саюри, петрушка. Ой, это у нас вот петрушка, укроп, да, салат тоже, ну, яблоко, понятно, покупное, лук тоже, яйца местные, голубика, к сожалению, не местная. Но, оказывается, как ты мне сказал до вот эфира, да, что... Уже созрело. Уже созрело. Так что в эту субботу будет чем заняться. Изюм не местный, ну и, соответственно, овсяная овсянка. Да. Овсяная овсянка. Овсяная овсянка. Что будем готовить вообще? Ну, то есть, смотрю, ингредиентов очень много, да. Не забывай, эфирное время 45 минут, нам нужно успевать. Да. Значит, что будет? Когда мне задали вопрос, что можно приготовить, на самом деле я не такой любитель приготовить. Ну, как обычно, как многие мужчины, наверное, это Новый год, там, что-нибудь, стейк, там, или еще что-то, рыба, там, и так далее, дичь какая-то. Вот. А то, что я готовлю практически ежедневно, утром себе на завтрак перед тренировкой, это вот яйца и овсяная каша. С этого момента подробнее, что за тренировка? В общем, ну, я с недавних пор начал ходить в зал. Мне жена подарила как-то абонемент на 1 месяц, ну, и как-то зацепила. То есть сейчас, честно говоря, я уже... Понравилось, влекся, да? Понравилось, увлекся. И прям вот я своему тренеру что сказал, то что с порога практически там, да, то что можешь делать со мной что хочешь, нагрузки и так далее, но диету менять я не буду. Никогда. Вот. Да. Но потом как кушал мороженое, так и буду, да? Мороженое, бутерброды там по утрам, да, по 4 штуки с колбасой, сыром и так далее. Но потом постепенно вовлекся в эту тему и как-то вот спросил, просто я занимаюсь утром, в 7 утра у меня, как правило, тренировки. Ну, потому что в течение дня это практически нереально, вечером тоже там совещания, встречи, работа там и так далее. А утром как бы я, принадлежу сам себе условно, там, да, поэтому своим графиком сам распоряжаюсь. И перед тренировкой, особенно вот силовой, там особенно денек, вот у меня был, например, 3 дня назад, это было тяжело и надо хорошо поесть. Я спросил у своего тренера, чем ты питаешься там, да, и он говорит то, что 2 яйца куриных и овсяная каша. Соответственно, теперь перед каждой тренировкой... И поэтому, соответственно, то, что сейчас будем готовить, это имеет свою историю. Да, но я точно вот так не готовлю у себя дома, там, да, вот огромное количество ингредиентов. Просто сегодня, вот, так как у нас есть Семен, да, я решил как-то попробовать, поразнообразить. Но надеюсь, что потом уже буду как-то добавлять. Обычно у меня как происходит? Вот такая вот кастрюлька, 2 яйца туда бросаю, 15 минут они там варятся. Вот, овсяную кашу быстренько там приготовил за 5 минут, съел и ушел. Вот, то есть я вот не заморачиваюсь. То есть, получается, длинные углеводы, да, такие? Да. И, соответственно, я не заморачиваюсь другими ингредиентами. Но вот сегодня очень хорошая возможность попробовать что-то. Давай, как говорится, заморочимся. И пока вы будете заморачиваться с Семеном, задаю второй традиционный вопрос нашей передачи. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, рубрика, которую я называю «Как я дошел до жизни такой». Да. Очень... Параллельно рассказывайте и, что там, режьте, короче. Очень. Так, Сейчас давайте немножко отойдем. Для начала нам лучок мы поджариваем, да? Да, наверное. Помидорами и с перцем и делаем яичницу, да? Да, омлет, я думаю, да? Да. Передача выходит вечером, но сейчас практически утро, так что для нас будет самое то. Мы сейчас будем это все пробовать. Съемочная бригада ждет все равно с утра. Начинаем. Я, наверное, пока яйца буду разбивать, или будет неудобно мне разбивать яйца и рассказывать, как я дошел до такой как тебе жизни? удобно, да. Если ты я, наверное, буду рассказывать. Давай. Хорошо? Потому что я еще не привык так. Я говорю, не так много готовлю, и еще при этом какую-то беседу вести сложно. Но сейчас вот... О себе. О себе, хорошо. Наверное, я начну
со школы, скорее всего, да? Ну, где родился? Вообще, да, я Откуда родился родом, да. в городе Якутске, городской парень. Вот, я окончил 8-ю школу, вот, которая сейчас, ну, еще старое здание, сейчас это школа номер 1, к сожалению, вроде как планируют снести. Но очень жалко, на самом деле, потому что здание такое, одно из первых, на свайном фундаменте. И хотелось бы, чтобы такие здания вообще оставались в Якутске, потому что у нас все-таки в городе не хватает вот этой архитектуры. Ну, как бы там, в да. историческом центре стоит. Да, я вот. знаю. И, соответственно, это такое, ну, значимое здание. Вот. Очень обидно, конечно, что это произойдет. Надеюсь, что там делают какой-то музей. Реставрируют и делают музей. Возможно. Вот. После окончания школы я вот высшее образование получил в Ирландии. Так. С этого момента подробнее тоже. Я задаю почему этот вопрос, да, ну, чтобы телезрителям всегда же интересно, ну и мне самому интересно, да, ну вот ты вчерашний выпускник, ну или там 10, 11 условно класс, откуда пришло, что резко ты оказался в Ирландии и что именно Там все побудило просто. тебя выбрать, ну, той или иной профессии? Что это Там было? вот насчет Ирландии все просто, потому что, во-первых, там был мой брат уже на тот момент. Ну и плюс вот в Ирландии там английский язык, и, соответственно, образование, оно не хуже британского, но там значительно дешевле. Вот. А как я выбрал свою профессию? Ну, я... Это что было, да? У меня специальность вообще коммерция. Вот, там было у нас куча разных предметов, макроэкономика, маркетинг, там право и так далее, ну и финансовые еще. И, Финансовый соответственно, ты менеджмент. язык уже знал, получается. Ну да, база определенная была уже. Ага. Да. Она была достаточно того, что Тогда поступить в на тот университет. время TOEFL, наверное, сдавал, да? или- IELTS. IELTS, уже Да, IELTS. да. Тогда вот было достаточно получить 6 баллов, по-моему. Я сдал, по-моему, 6,5, что ли. Ну, это неплохо, как бы, только приехал. Ну да. Поэтому, в принципе, балл проходной. И у нас в университете было очень много разных предметов. Там, я, кстати, не любил маркетинг. по Да, там же определенным причинам. выбирают, да? Но не Да, сами- там- Нет, есть обязательные, есть, которые можно выбрать. да, В какой-то курсы, момент да. ты потом выбираешь свою специализацию. Да, Вот. да. И я, соответственно, чем мне вот нравилась та система, ну, наверное, бесспорно такая же, да, то, что ты объективен. Там нет возможности писать на экзаменах, например, вообще. Потому что там тысячи студентов из разных университетов одновременно сдают экзамены, ты сидишь за одной партой, расстояние до каждого человека примерно метр, и ходят наблюдатели. И все объективно. Поэтому были предметы, которые мне не очень интересны, соответственно, я там не достигал каких-то высоких оценок. Там, да. Шпоры тоже, да, косяк. Нет, Сразу. шпоры-то я с собой брал, но я никогда не мог использовать. Это, ну, просто психологический прием там, да, и так далее. Да. Вот, Когда мелкая моторика, когда шпоры пишешь, обычно же это все Возможно, да. вот закладывается. Не, ну и плюс ты когда знаешь, что у тебя там в ботинке или где-то еще Если лежит что, бумага, с если что, подстраховкой. да, но я никогда не использовал, ну, потому что не нужно было. Вот, и, соответственно, у меня были самые высокие баллы, даже вот местами там на курсе по финансовому учету, по финансовому менеджменту, по налогам и так далее. То есть у меня была тяга к цифрам там, и я сам к этому пришел, потому что из оценок. Право, например, я тоже вот никогда не любил, и, соответственно, у меня там были средние оценки. Где-то даже было ниже среднего, но ничего страшного, потому что там вот по итогу формируется общая средняя оценка, да, ну, с которой ты выпускаешься, грубо говоря. Вот. Мгм. И ты закончил. Сколько времени учился? Я учился 4 года, Ух ты. я потом вернулся, ну, потому что я был женат, мы с женой поженились в 20 лет. Кстати, 30 июля у нас годовщина свадьбы, 17 лет. Я женился в 21, я думал слишком рано. Но, оказывается, бывает еще оказывается, люди. бывает. Нет, я тебе еще скажу дальше, там, да, чуть не сказал хуже, дальше. Мы с моей женой, мы одноклассники. Мы вообще с 5 класса вместе учимся, а вместе с 9. Получается, ну, мы очень И долго... такое бывает, как И говорится. такое бывает, оказывается, да. Ага. Это потом, когда вот задумываешься, мне сейчас 37 лет, очень хорошая история, и достаточно редкая, оказывается. Вот, поэтому, Ксюша, я тебя люблю. Да. Большой тебе привет. Супруги, как говорится, Да. привет. Да, тут немножко кусочек поля чудес, так? хорошо. Да, уже 2, по-моему, да. Уже кусочка. второй. Вот, ну и, соответственно, я вернулся в Россию, начал вот карьеру свою профессиональную в PricewaterhouseCoopers, это вот аудиторская консалтинговая компания, крупная сеть, крупнейшая в мире, ну, сейчас их как бы в России нет, да, но тем не менее, на тот момент, в 2007 году, мне предложили вот начать с должности консультанта-аудитора, вот, ну, я был этому Ну, очень это рад, потому серьезно. что, да, я вот на втором курсе уже, вот, еще чем вот мне нравилась та система образования, то, что к нам приходили наши работодатели мечты, вот, то есть, если ты хорош в цифрах, и ты видишь себе карьеру там в аудите или финансовом менеджменте, то к тебе приходит куча вот этих ребят, там, да, со всей этой большой четверки, так называемой, и так далее, ну, и рассказывают, соответственно, почему ты должен их работать, они заинтересованы в тебе, там, да, и, ну, и мне вот понравились PricewaterhouseCoopers, я уже на втором курсе знал, то, что я буду работать в них, я буду заниматься аудитом, и это будет топливно-энергетический комплекс, потому что я родом из Якутии. Вот. Ну и, соответственно, вот когда мне был 21 год, я
трудоустроился в PwC, отработал там 1,5 года, повысили до старшего консультанта. Но я вот, кстати, вот хотел бы отметить, что я всегда возвращался в Якутск. Когда у меня были каникулы, когда был отпуск, я всегда приезжал в Якутск. Вместо того, чтобы куда-то ездить. Но, Родина. да, но на самом деле чуть-чуть как бы жалеешь об этом, да, потому что можно было там мир увидеть и так далее, но при этом вообще, на самом деле, ну, честно, не жалею. Вот. И в один из отпусков я вот приехал в Якутск, у меня было там короткое собеседование в Якутск-Энерго, потому что они вот решили делать международный стандарт финансовой отчетности уже самостоятельно. Раньше там нанимали других консультантов и так далее, решили делать сами. И тут я вот появился во время отпуска. Это буквально было 3-минутное собеседование, самое короткое в моей жизни. Меня взяли, я вот подумал, что почему бы не делать то, что мне нравится, то, что я умею, то, что я в чем хочу развиваться у себя на родине. Вот, а еще за это платят там, да. Поэтому зарплате, конечно, потерял существенно, но при этом в опыте набрал очень много. Зато родина из-за свое и вообще, как бы, получается, стартап, да, это такое? Ну вот начало. Это, да, это было для меня, потому что это была Введение новых стандартов. некая вот такая мясорубка. Потому что меня одного бросили вот в эту среду, там, да, где я сам самостоятельно делал отчетность. И тогда, но зато, пройдя через это, я уже вот структуру баланса, отчеты прибавки убытка, вот эти все скучные, казалось бы, вещи, ну, прямо уже чувствую там, да, так скажем. А это на самом деле очень увлекательно. Каждый вот бухгалтер... Как говорится, каждому свое, да. Ну, Потому да, что да. всегда считается, что работа бухгалтера, она конца и края нету, никаких целей нету, вроде как бы, да, одно по одному вроде как. Она считается вроде как бы скучной, да. Так, ну что ж, у нас время уже подоспело. Сейчас мы возьмем немножко молока, Так. нальем нашей каши. Семен, можешь рассказать, почему ты сначала на воде ее сварил? Ну, Потому что я сразу на молоке обычно делаю. Ну, технология вот такая у нас получается, что немножко на воде мы ее доводим, затем подливаем немножко молока. Ну, как говорится, лишний раз не перекипело, как говорится. И вот к нашей яичнице уже сезонные Да, наши овощи и- готовы. И я, наверное, зелень порежу, Да, немножко зелень надо подрезать. Мы Хорошо. весь салат пока уберем. И надо уже как-то яйца подрезать. Яйца разбить. Мы их предварительно прополоскали, промыли. Это можно тоже убрать. Покрупнее, наверное, да, я порежу. Да, ну как тебе удобно. Лук, на самом деле, так, я никогда особо не любил. Но потом, когда как раз... Вообще всегда считается, что якут траву не ест. Ну да, да, да. А потом, когда-то в гостинице вот мне сделали омлет на завтрак с луком, с таким вот репчатым, ну и зеленый тоже добавили, и прям очень вкусно было. Поэтому сейчас лук один из моих любимых овощей. Семен, сколько яиц будешь делать? Ну, добавим около... Побольше, Да. говорят. Чтобы всем досталось, да? И сковородка большая, давайте все можно. Да. Нож прям очень острый. Очень острый, будет аккуратен, это я точил. Ага. Так. Столько хватит же, да? Ну, хватит, ага. Итак, мы по разговорам остановились на Якутэнерго. Мы остановились на скучных бухгалтерах. А, на скучной бухгалтере, Да. да. Вот, Так. но- Ждем опровержения, как говорится. Да, оно будет. Сейчас вот палец главное не порезать. Значит, на самом деле профессия бухгалтера, она очень интересная, увлекательная. Просто есть вот какие-то устоявшиеся стереотипы, которые, ну, мне кажется, надо ломать там, да. Во-первых, сейчас же многие говорят о больших данных, Big умение data. работать, да, big data там, и так далее. Вот бухгалтер как раз-таки он каждый день работает с большими данными. Да. Но в чем проблема? В том, что многие бухгалтеры сами этого не сознают. Потому что для многих бухгалтерская профессия превратилась в некий вот набор телодвижений, там рутину. рутина, бумага, акт, там, счет и так далее, дебет, кредит и все такое. И многие бухгалтера, они, к сожалению, не видят большей картины. Они на самом деле вот бухгалтер, да, bookkeeper, есть такой вот на английском языке. Бухгалтер это, ну, как с немецкого, да, а bookkeeper это с английского. Это держатель книги, который bookkeeper, просто да. ведет книгу. А есть accountant, которым я являюсь я, но, к сожалению, в русском языке это тоже бухгалтер получается, да. Но чем отличается bookkeeper от аккаунтант? В том, что аккаунтант это он больше стратег. Он не только знает бухучет, он знает, как с этими цифрами работать и что с ними делать, и он аналитик. Вот. И, соответственно, любой бухгалтер может стать таким бухгалтером стратегического уровня, так скажем, да, если, ну, я не знаю, как это все правильно перевести. Вот. И- Немножко сложно для понимания, для обычного, скажем так, обывателя, но такие есть, короче. Да, Да. ну, в общем, бухучет это на самом деле весело, потому что бухучет мне в моей карьере лично помогает каждый день.
благодаря тому, что я знаю вот эти скучные проводки дебет-кредит, я могу в любую организацию прийти, открыть базу 1С, и я вникну в бизнес гораздо быстрее, чем кто-либо, потому что я буду это видеть на уровне проводок. Вот. Поэтому это преимущество бухгалтеров, так что Ну, бухгалтера, это, скажем, держитесь. это, как говорится, скажем, часть аудита же, да, правильно? Ну, отчасти. Да, Аудит отчасти, это да. отдельная профессия, как бы, когда ты проверяешь. Бухгалтер составляет отчетность, аудитор проверяет. Поэтому вот я был и там, и там. Вот. Итак, Так. молочка. Да. Так. Дальше. Дальше, ну вот про Да, деятельность трудовая. После Якутскэнерго меня заинтересовала вообще работа кредитных организаций банком, да, и был выбор пойти в банк Тата либо Алмаз-Регионбанк, да, но я пришел в частный банк, потому что все-таки, и у меня была принципиальная позиция пойти именно в организацию банка, где головной офис здесь. Потому что когда вот ты работаешь на филиал, там вся вот интересная начинка, внутрянка, она там, туда уходит, там, да, да, конечно. и решение там принимается, а тут Да, и получается... ждешь. И ждешь, Да. вот. Ну, тоже какая-то монотонная работа. А здесь, ну, я решил вот все-таки пойти в частный банк Тата, да, потому что, как мне показалось, ну, это более мобильная там, да, вот организация, вот, где все гораздо динамичнее и быстрее, точнее. Вот. Также там вот проработал, возглавлял финансово-аналитическое управление, сдавал нормативы. Ну, работники кредитных организаций поймут, да, что это такая достаточно сложная история, там, да, потому что вот бывает что банков отзывают лицензии, да, это как раз-таки вот зачастую это за несоответствие нормативов, поэтому ответственность была достаточно высокая. Но потом, поработав там, я внедрял вот один из таких классных проектов, которые на меня тоже повлияли, это внедрение вот хранилища данных. Вот, тоже такая вот айтишная тема, заработали с интегратором достаточно крупным, и там я вот, ну, как говорится, прокачал свои навыки там некоторые, да, вот. То есть, короче, везде, где ты не работал, везде опыт, Конечно, набор, у меня всегда был набор. осознанный выбор. Мускулы. Ну, как ты, собственно, сейчас спортом начал Ну, заниматься. типа того, да. Да, потому типа что такого. я Тренировки. Я всегда шел осознанно там, да, Ага. и шел там, ну, как бы это ни звучало, не за зарплату всегда там, да. Что-то получить. Что-то получить, опыта. Профессионально. Да, потому что, ну, возраст всегда позволял там, да, и это, ну, на самом деле, я не ошибся там, да. Я работал в организации где-то по 2 года, и это нормально, я считаю. Зато я работал, а потом после банка Тата я перешел в топливно-энергетическую компанию ЕТЭК, там тоже делать отчетность по МСФО. Но там, конечно, вот здесь была, наверное, история с заработной платой, да, потому что там платили больше за меньший фронт работы, но тоже интересная тема. Но это был самый мой такой работодатель короткий, я работал там всего 9 месяцев, потому что, ну, годовую отчетность я делал там условно за 2 месяца. 9 месяцев и ты созрел, скажем так. Да, просто тогда пришло понимание, какое там, да, это как раз-таки, наверное, тебе будет интересно, потому что я ушел в частный бизнес после этого. Вот. Так. Да, потому что я тогда делал отчетность годовую достаточно, короткий срок, за 2 месяца, а ежеквартальную там за 3 недели. И что делать мне остальные 2 месяца там, да, вот между отчетностями? Ну, там так сложилось то, что, ну, я хотел, конечно, больше задач и так далее, но там все было очень структурировано и так далее. Но я тогда спросил, а можно ли я тогда буду работать со студентами, потому что с тех пор, как я вернулся в Якутск, я всегда общаюсь со студентами, там как-то делишься опытом, рассказываешь там про работодателей, в основном с финансистами, как бы это раньше было, сейчас уже со всеми практически, вне зависимости вот от специальности. Вот. Ну, тогда как бы не сложилось, я тогда понял то, что в принципе я уже делал отчетность в энергетической компании, я был аудитором в банке, вот теперь в газодобывающей организации. Ну, в принципе, я тогда пришло осознание, то, что вообще без разницы, каким бизнесом занимается Да, какая отрасль бы ни была, какая ну, то отрасль. есть, Это да. все равно, и когда ты понимаешь структуру баланса, все эти циферки, вот не имеет значения. Я тогда понял, то, что я могу делать отчетность кому угодно самостоятельно. И ушел вот в частный бизнес. Это был 13-й год. Ну, 4 года у меня была частная практика по международным стандартам финансовой отчетности. Вот. Но я также делал там и финансовые планы и так далее. То есть, ну, было очень классно там, да. Все вот крупные госкомпании, ну, которым были интересны на тот момент там иностранные инвестиции, либо это, опять же, вот как организации, которые обязаны составлять отчетность по МСФО на уровне там законодательства, это вот были моими клиентами. Вот. Но потом случилось так, что в 2017 году вообще история с МСФО, она как бы уже не то чтобы на нет сошла там, да, там только остались те, которые обязаны были составлять эту отчетность, рынок уже уменьшился, ну и меня вот пригласили в венчурную компанию заместителем генерального директора, а венчурная компания, она меня всегда привлекала, потому что все-таки это
стартапы, технологические там и так далее, да. Расскажи, пожалуйста, что вообще вот наши телезрители, Да. наверняка там многие не знают, что такое. Все знают, что такое инвестиции, да? Это когда ты владеешь некими деньгами, куда-то вкладываешь для того, чтобы получить прибыль. Чем отличаются венчурные инвестиции, да, венчурный бизнес, венчурный фонд, вот который ты работаешь? Хорошо, я тогда, наверное, начну с того, что, во-первых, мы являемся государственным венчурным фондом. У нас 100% акционер Министерства имущественных отношений, вот, и, соответственно, это отдельный вид венчурного инвестора. То есть, если бы, например, мы были бы частниками, и это был бы наш капитал, там, да, который мы сами там либо привлекли тоже частно, либо мы его заработали и реинвестируем, да, это другая история. Там, а когда ты работаешь на институт развития, вот если ты будешь совсем вот применять этот частный подход, ты вообще в никого инвестировать практически не будешь. Потому что наша вот все-таки миссия, вот как она сейчас звучит, это дать возможность технологическим предпринимателям совершить глобальный прорыв. Вот. И это вот то, на чем мы, ну, как бы, чем мы занимаемся ежедневно. Вот. Потому что частник, он все равно в первую очередь должен заработать. Он должен дать деньги заработать себе и плюс своим инвесторам. Ну да. Мы тоже должны, но при этом все-таки мы должны давать возможности другим там, да, потому что у нас, ну, как ты знаешь, там бизнес-ангелов не так много, и вот венчурный капитал у нас в Якутии, он, ну, вообще в целом, можно сказать, в России, он не так доступен там, да, а таланты, стартапы есть. Соответственно, Ну, да, и да. есть те, которые успешные, скажем так. Да, и Ну, поэтому мы, получается, вот наш фокус как раз-таки самая ранняя стадия развития, это предпосевная стадия и посевная, так называемая долина смерти. Раньше вот в нашей стратегии там было прям зафиксировано то, что долина смерти это не про нас. Сейчас это все наоборот. Мы как раз говорим о том, что мы как государственный институт развития, мы вот в долине смерти, потому что мы даем вот возможность стартапам пробовать и даже проваливаться. Вот это вот то, что вот мы изменили вот со своей командой, да, вот это подходы, вот это одно из основных, потому что мы используем, вот ты же сказал, что все знают, что такое инвестирование, да? Да. Но не все знают, что такое подходящий инструмент для инвестирования. Ну да, потому что, ну, когда это же чего-то вдруг не знаешь, боишься этого. Незнание всегда это как бы некий определенный страх. Есть инвесторы, которые могут, допустим, деньги, ну, я знаю несколько есть вариантов инвестирования. Обычные просто банковский вклад, Да. можно, да, в ценные бумаги, а есть вот венчурный бизнес, который, скажем так, высоко рисковый всегда, да. И тут происходит непонимание, говорит, а вдруг что, а вдруг подгорит, да, всегда это же боится, Конечно, да, конечно. да. Потому что у нас вот сейчас, можно сказать, экосистема инновационная, в принципе, у нас достаточно развита там, да, вот на уровне Дальнего Востока, ну, у нас самая развитая. Действительно, и в России, мне кажется, тоже, вот мы недалеко от лидеров. Но это все прошло также с опытом, да, потому что один инструмент, который мы раньше использовали, это займы. Займы для стартапов это плохо, потому что займы, особенно вот когда взаимодавец, это вот государственный институт развития, предположим, там, да, потому что все-таки этот займы, это такой инструмент, который не дает права на ошибку. Ну да, потому да. что обязательно это по ним взаимоотношения- обязательства остаются. да, и взаимоотношения между взаимодавцем и взаимополучателем, они простые. Там, да, Ну если да, тоже на залог это смотрит. и все. И все, вот. Либо до суда. А как ты правильно сказал, Да. провалы, особенно вот на ранней стадии, это обычная практика. Обычная практика, Вот. да. Поэтому сейчас мы инвестируем по-другому, и мы инвестируем через опционы. Вот что эти опционы делают? Ну, мы рассматривали еще в какой-то момент гранты, но гранты, опять же, это такая история, которая не мотивирует ни грантополучателя, ни грантодателя на развитие проекта. Главная вот мотивация – это вот отчитаться. Вот, что деньги правильно потратили по гранту и так далее. Займы уже историю эту прошли, и также вот долевые инструменты там, да. В долю мы посчитали то, что заходить сразу тоже не стоит, потому что, так как, опять же, риски провалы достаточно высокие, заходить в долю в проекте сразу нецелесообразно, на наш взгляд. Потому что, ну, если вот мы проинвестируем там в течение 3 лет там сотни там организаций, да, и у нас потом очень много провалов, то, соответственно, там и правовые есть риски, и транзакционные издержки могут быть в будущем. Потому что Репутационные. да, и репутационные. Да, Кстати, обязательно. очень правильно, репутационные. Но. Вот. И, соответственно, мы инвестируем через опционы. Вот почему вот этот финансовый бэкграунд как бы мне помогает всегда там, да, потому что как бы, ну, начинаешь вот думать именно вот со стороны финансовых инструментов. И у меня вот в компании очень сильные юристы, вот финансисты, да, с которыми мы вместе все это сделали. В общем, что дает опцион? Главное его преимущество, мы вообще, когда его придумывали, точнее адаптировали под российское законодательство, под наши потребности, мы думали сперва о предпринимателе, что будет удобно ему. Вот. А ему было бы удобно попробовать, деньги правильно потратить, развивать проект, и в случае провала, чтобы у него не было вот таких существенных правовых рисков там, да. Вот. Ну, как говорится, лапки поднять сказать, ну, ребят, не получилось. И все. Не получилось. И это Да. на самом деле тоже нормально. Как Это бы, да? Вот нормально, мы может быть, как раз таки развиваем вот эту культуру толерантности к провалам. Потому что предприниматели, которые
который провалился там, да, на наш взгляд, это не какой-то там неудачник или кто-то, это опытный предприниматель, который знает, чего не делать. И не дай бог, тем более мошенник. Ну да, Да, Нет, да, да. таких у нас нет, так скажем. Вот. И опцион что делать? Мы платим вознаграждение. Ну, давай лучше так, предположим, у тебя стартап, да? Ты условно. пришел в акселератор, вот, ты прошел вот систему отбора. Там, Вот, кстати, я вот про него должен был спросить. да, я про акселератор. него расскажу. Но сейчас пока именно на примере вот, нашего финансового инструмента. Ты прошел все комиссии, отбор, и мы решили вот тебя инвестировать. Да? И, соответственно, ты физическое лицо, учредитель там какой-то ООО, предположим, 100%. Вот. Мы заключаем с тобой, как с физическим лицом, договор об опционе и платим вознаграждение 1 650 000. Так как договор с физическим лицом мы удерживаем НДФЛ, платим это в бюджет, и оставшиеся деньги, 1 450 000 примерно, мы доводим от имени тебя по договору финансирования в твое юрлицо. Да. Вот, потому что, ну, юрлицо, физлицо — это как бы абсолютно разные, да, с точки зрения Да, законодательства да. лица. Вот. И это вознаграждение, оно дает нам право купить у тебя 5% компании в этом юрлице за 500 рублей в течение 3 лет. Почему 500 рублей? Потому что, как правило, в нашем законодательстве уставный капитал у ООшки 10 000 рублей. 10 500, ага. Да, вот, поэтому 5, просто вот 500 рублей. Почему 5%? Потому что многие вот инвесторы на нашей же стадии, они берут 7, 8 и так далее. Мы просто берем 5, потому что хотим дать больше возможностей предпринимателям поднимать деньги, там, да, соответственно, ну, продавая свои доли. Вот. Ну и слишком, вдруг, если будет какая-то прибыль, чтобы слишком много не уходило вам, ну условно, ну, чтобы и предприниматель сам понимал, что ну, 5%, 5%. Да, 5% да. это нормально. вполне, но вот на нашей стадии очень разумный инструмент. Ну и плюс, точнее доля, плюс в том, что это очень быстрый инструмент, да, потому что мы, когда подписываем все эти договоры, мы идем к нотариусу. Мы не ходим в налоговую 5 дней и так далее, это все к нам не применимо. Вот у нас был первый выход, мы вышли буквально из проекта, ну, соблюдая все корпоративные процедуры, это заняло 3 дня. Но по факту мы могли это сделать за 3 часа. Вот. Ну быстро, короче. Очень да, быстро, да. да. Для Потому что- предпринимателей хорошо, ну у вас уже готовые как бы законодательные Да, базы. такие. а опцион — это такой производный финансовый инструмент, который можно перепродать. То есть, например, вот Семен захочет купить у нас этот опцион, мы просто идем все Вложиться. вместе к нотариусу, и он его покупает. Вот. Поэтому опцион — это такой вот некое там, ну, я не буду говорить ноу-хау, но это то, что мы сделали здесь. Я уверен, что этот инструмент, он будет в России распространен. Потому что он именно с точки зрения вот инвестора, института развития, там, да, он наиболее подходящий. У него очень много плюсов, вот. Ну и вот надеемся, что он будет распространен. Тем временем, А тем временем, самое вкусное и простое у нас, как говорится, просто вкусное. Кашка. каша у нас готова, яичница у нас готова. Такую, да? Я хочу, чтобы Чтобы я что-нибудь сделал. да, именно украсил. Хорошо. Особенно вот ягоды местные. Да, как ты с сказал. огорода, да. Мамины, Мамины. яблоко. Я просто кашу разделю на 3 части, Так. выложу, а дальше А мы дело сервировка. твое. С Василием сервировка. Хорошо. Красоту наводить, да? Да. У нас Ну, ты есть про мед. вина можешь рассказывать. Мед, И кстати, ты говорил, это местный Да, мед. мед местный, это специально вот я купил якутский мед из жатайский. Да. Вот. Зато есть пачка. Да, оказывается, я, честно говоря, не знал. Ой, тут ценник есть, да? Ничего. Так, ну давайте. Опять же, я обычно ем вот так, там на завтрак, без всякой там вот сервировки, Но так украшений. как это телевидение, так как это Да. Так как это передача, к телевидение. сожалению, камера не передает вкусы, но красоту мы можем навести. Да. Всегда считается, я не устаю это повторять, первое наслаждение от еды должен человек получать через глаза. Когда видит, что Ну, что щас- реально хочется когда Сейчас попробуем. Тогда у Да. нас 3 Так, порции. можно туда отложить. Да. Так, Я даже значит, знаю, уже давайте. есть эти фуд-фотографы даже. Да, красивые Наталья фотографы. Конечникова, Это вот один профессия. из лучших вот фотографов, она вот прямо с едой, с фотоаппаратом совершает прям магию какую-то. Да. Ты, наверное, знакомься, она приходила Так. к тебе, нет? Она же сама же кулинар еще. У нас сексистская передача, у нас гости только мужики. Понял, да. У меня, кстати, Девочек мы пока не зовем. Да, режиссер мне как раз предупреждал об Да, этом, да. Девушка. Да. Так, ну давайте клубнички. Так, тут зелень так подозрительно лежит, но я туда не кладу ее, правильно? Да. Да. Можно мед передать Да. Так, мед и Только- столовая ложка, наверное. потихонечку. Да? Да. Потому что я сахар в кашу не добавлял, немножко щепотку соли. Да, кстати, вот сахар я тоже никогда не добавляю, а я сделаю как паруса. Там. Оп. Каша. Каша нет, не осталось. Кашу мы разделили на 3 части, и, Да. мне кажется, ее съедим все. Да. Oh, yeah. Вот Брат, я добавляем тебя оставлю, не бойся. сюда сбоку видите изюма. Не, ну
прям Изюм. что-то И вот это. Вот это уже И не- Изюма, голубика. нет, изюма можно совсем немножко, пару штук. пару штук, да? А, ну все, хорошо. И вот Так. голубики. А сколько голубики? На твое усмотрение. Так. Ну, просто Все. часть я оставлю. Это голубика такая. Я-то хотел взять немножко, а там продавали прям целиком. Соответственно, Саша А, хотя вашим другим гостям оставили. Привет. Так. А давайте попробую, а? Давай. Прямо это выглядит очень интересно. Мед, кстати, я добавляю. Только у меня там другой мед. Мед, по-моему, уже Сбоку, настоящий. да, он наверное? такой. Нет, можешь прям вот так. Прямо вот вот так. так, да? Ну, если он был жидкий, да, можно было вот так. Ну, это прям Это такой серьезный. уже мед. засахарился, да. Засахарился? Это нормально, это мед должен потихоньку в такой превращаться. И это хорошо, да? То есть, Ну, да, это настоящий мед, он должен сахариться. Ну, здорово. Ну, я, честно, не знал, то, что вот... Кстати, я вот заметил, покупая вот ингредиенты, да, вот какая есть проблема у нашей продукции там, да, местной. Очень большая тара. Например, вот этот мед, да, мне, по сути, это нужно было немножко, да, тут прям вот сколько веса-то, да? 700 грамм получается. Да, но с другой стороны, мед никогда не портится. Он единственный продукт, по-моему, с которым вообще никогда ничего не произойдет. Ну да, но хоть всё равно- холод, хоть жара. Для потребителя, как бы, ценник достаточно высокий, там, я вам сразу скажу. Или вот Почему этот я его лишний отклеил? пока отложить в отдельную тарелочку. Вот это? Нет, вот ягоды лишние можно отложить в тарелочку. А пусть лежит. Или что? Неудобно будет сейчас. Неудобно. Ну, давай уберу. А то я не смогу взять, видишь, на какой-то... Да, прям такой мед. Как в мультфильмах про Винни-Пуха. Подготовка. И теперь у нас сервировка Это вот, понял. с яичницы. Да у нас вообще сытный такой завтрак получается, Ну да. конкретно. Но поэтому мой Семен, тренер, мне, пожалуйста, чуть-чуть. Вот это мне много. мне можно побольше. Вот тогда это, ну. Да, Да. 2 яйца как раз. Мне одно и чуть-чуть. Как тренер сказал, 2 яйца. Да-да-да, я слежу за формой. Вот попытался подначить ведущий. Сам себя не похвалишь, да? Да. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Давайте пробовать, что у нас Спасибо, получилось. приятного аппетита. Передача выходит вечером, но у нас сегодня утро Да. во время съемок. То есть, я думаю, для завтрака яичница, Очень кашка. вкусно. Но я-то обычно 2 просто яйца вкрутую сварим ем, да, это вот прям очень вкусно. С овощами, поджарочка. Но до того, как я попробую еще кашу, Вась, вопрос. Расскажи про акселератор, который у вас есть, B8, да? Или как правда, B8. B8. B8, да, B8, хорошо, да. пожалуйста. Мгм. B8 это акселератор, который мы создали вот вместе с ребятами, которые обучались в MIT по программе развития инновационных экосистем. И мы уже вот недавно выпустили 24 июня наш уже 7-й поток. Вот. У нас осенью в сентябре начнется 8-й. Но это такая вот программа, она с одной стороны классическая, акселерационная программа, там, да, она длится 3 месяца. У нас есть менторы, эксперты. Но у нас, наверное, отличие в том, что есть региональные менторы и региональные эксперты. Вот. Помимо вот федеральных. И, опять же, вот инструмент, который мы используем, это опцион, про который я достаточно вот подробно рассказал. Ну и в этом вот уникальность программы, то, что мы здесь, на месте, на Дальнем Востоке, в Якутии, да, и здесь вот развиваем технологическое предпринимательство. Вот. Ну, если вкратце, то так. А вот логотип наш... это- Вот, кстати, да, Да. вот логотип я помню. это бизон. Бизон, да, потому что многие, ну, не знают этой истории там, хотя уже многие знают, я бы, наверное, сказал, не многие не знают эту историю, почему вот он именно. Вообще, 6 тысяч лет назад здесь вместе с мамонтами обитали бизоны. Безумно. Вот. Мамонты вымерли, все об этом знают, их сейчас пытаются вот клонировать и так далее, но, скорее всего, это будет все равно, ну, извините, если это прозвучит не очень, там, да, волосатый слон. Вот. Не тот мамонт, который был там изначально, да, вот. А бизоны, они мигрировали в Северную Америку через Берингов перешейк, там был либо ледовый мостик, либо суша, вот. И вместе, получается, с бизонами ушли люди. Вот, которые жили тоже на этой территории. Поэтому там есть генетическая связь между коренными американцами там, да, и, вот, и нашими коренными народами. Вот. А потом что случилось там, да? Их начали истреблять бизонов. Это лесной бизон, который сейчас в мире 6 тысяч голов всего. Осталось. Да, их, а в Якутии целых 300. Вот, я Да, щас ну вот бизонарий, пройдусь к которые у этому. нас Да, там, да, да, да. в Хангаласском Есть гусе, Тымпына да. есть, да, в горном, ну и в Хангаласском, соответственно. Вот. И почему их уничтожали? Потому что уничтожали коренное население, не могли.
и начали уничтожать их кормовую базу. А это бизоны. Достаточно легкая добыча, 2-метровые, весят тонну, там, да, но Да, при этом мяса очень много. быстрые. Мяса много, вот. И, соответственно, в какой-то момент этих бизонов лесных было в мире 500 голов всего. Вот. Представляете, вот сейчас вот я этот проект называю, как Якутия исправляет ошибки Северной Америки. Потому что они к нам вот в 2006 году их привезли на самолетах Алроса. 15 самцов, 15 самок. Одна самка, по-моему, погибла при транспортировке, к сожалению. Но при этом они потом очень быстро дали потомство. То есть, представляете, их не было здесь 6 тысяч лет. И они спокойно освоились быстро, пережили зиму. Там 65 градусов. Вот прошлая зима, наверное, все помните, какая была, да? Позапрошлая. 55, да, была было. очень холодная. Вот. И они спокойно со своими телятами там ее пережили. Вот. И сейчас на свободном выпасе около 70 голов. То есть этот проект, он такой уникальный, потому что это про сохранение вида, про изменение климата и так далее. И главный посыл, почему это вот... Именно вот какой-то... Почему именно этот бизон? Ага. Потому что наш посыл стартап какой? Вы можете там разъехаться по миру, там, уехать там за пределы региона, ну, хоть куда-то там в Штаты и так далее, но всегда вы можете к нам вернуться, и вам здесь будет хорошо. А. Да. Вот. Пусть даже через 6 тысяч лет. да? Вот, кстати, один меня так подколол, мой очень хороший друг Руслан Саркисов, он руководитель венчурного фонда «Восход». Он сказал, возвращайтесь к нам через 6 тысяч лет. Ну нет, не через 6 тысяч, пораньше, но все будет хорошо точно. Ага. Да. Василий, не могу не спросить и про общественную твою нагрузку. Ты же заместитель председателя Федерации стрельбы из лука. Как ты туда пришел? Пришел, кстати, из Ирландии. Потому что я в Ирландии, там было очень большое разнообразие разных видов спорта, там, да, как клубов. Ну, и мне почему-то, так как я был далеко от родины, мне показалось, что стрельба из лука нам как-то близка. На самом деле все народы в мире стреляли когда-то из лука. Вот. Но мне почему-то казалось, что это вот что-то ближе там, к нашей традиции и так далее. Вот. Поэтому пошел в стрельбу из лука со То своим есть ты однокурсником. непосредственно там занимался этим? Да. И Обычный, очень- наверное, лук был, не блочный. Классический лук. Классический, лук такой базовый, стартовый, деревянный Это такой. же очень тяжело же. Ну нет, для начинающих дают не тяжелый. Да, но фишка в том, что я именно вот с этим начинающим луком стрелял очень неплохо, даже побеждал на соревнованиях, там первые места занимал среди вот университетской лиги. Вот. Потом вот купил у своего более старшего товарища, спортсмена, ну, который, собственно, меня тренировал. Мы сами там друг другу помогали. Лук более профессиональный, но и с тех пор мне что-то как-то на спад пошло. Ну, потому что все-таки надо с тренером заниматься там, да, а самому очень тяжело. Вот. Но потом, когда вот с тех пор, как вернулся в Россию, уже это как-то все подзабылось. Вот. Но стрельба из лука всегда вот была со мной. Я как вот думал, этот спорт немножко возвращался. Здесь нанимал тренеров также, там, да, ну, точнее, ходил на секции. Вот. А потом как-то вот случилось так, то, что, ну, пришло понимание того, то, что стрельба из лука для якутян очень перспективный вид спорта с точки зрения олимпийских достижений. Потому что у нас есть Ну, очень да, сильные да. спортсмены, Да. которые уровня вот, ну, Российской Федерации как минимум, там, потому что я их лично сейчас знаю. Вот, есть Рената Гаврилева, она выпускница 8 школы, кстати. Вот я когда-то вот зашел в Федерацию, ну, в прошлом году, в феврале, получается, а Рената, она стала в составе сборной Республики Якутия чемпионами России. Вот, все три девочки. И ей было на тот момент, по-моему, даже 17 лет. У нее день рождения в апреле. Нью-Йорка. Да, то есть она была в 11 классе. Вот. И представляешь, вот сколько у нее еще олимпийских циклов впереди. Ну да. А она уже сейчас находится в молодежной сборной. Тем более это не Российской гимнастика, Федерации. можно хоть до 30, до 40, Да, до да, 50 в этом и чуть ли прелесть, не кстати, стрелять. стрельбы да. из лука, то, что можно в любом возрасте начать. Там мастерами спорта по блочному, например, становится в 50 лет. Там, Да, легко. и даже старше. Вот, соответственно, это даже больше не общественная какая-то деятельность, это просто понимание того, то, что можно приложить усилия, там, да, и это даст очень классный результат. Там, да. То есть нельзя говорить, то, что это делаю именно там. Это в том числе делаю для себя, потому что это же классно вот быть причастным. Вдруг мы когда-то, вот, например, 28-й год, мы уже туда смотрим, да, Лос-Анджелес, потому что 24-й Париж это уже скоро сейчас, к сожалению, ну такая ситуация, да, то, что Да, вряд ли состоится. Нам не разрешат. Но мы смотрим на долгий срок там, да, и, например, кто-то вот из спортсменов, возможно, Рената будет там в составе сборной Российской Федерации, олимпийской сборной. Это, ну, на самом деле, очень такое. И быть немножко к этому как-то причастным, все равно там большая заслуга это вот тренер-спортсмен, ну и все окружающие, но все равно какой-то Ну, в Федерации чувство все равно определенная сопричастности. работа, да. Конечно, конечно, да. И вот мы вот это видим. Потому что все-таки, развивая там другие виды спорта, ну, можно развивать стрельбу из лука. Вот, потому что, во-первых, у нас есть к этому предрасположенность, потому что я тому подтверждение. Там, я никогда не стрелял из лука до этого, а тут раз получается, там, да, даже побеждаю, вот, без особой подготовки. А вот, которые у нас профессиональные спортсмены, они могут вообще очень высоких высот добиться.
И еще один вопрос, который тоже не могу не задать, про еще одну общественную нагрузку. Вы там что-то сделали, какую-то там скамейку? Скамейку, да, Скамейку, это что такое? Но скамейка, в общем, опять же, это связано с 8-й школой. Звучит как-то немножко странно, да? Да. Ну, скамейка, Скамейка. Но скамейка. скамейка необычная, потому что, как я сказал, я выпускник 8-й школы. И у нас, кстати, акселератор был 8, но так совпало, да. Но восьмерка это для меня такая цифра, которая очень важная там почему-то оказалась там, да. И плюс это вот если повернуть, так это как знак бесконечности. Да. Ну и, соответственно, я вот как выпускник школы, мой брат тоже закончил 8-ю школу, да. Вот мы сделали вместе вот такую скамейку. Ну, она на самом деле в форме буквы S, но подразумевается цифра 8. Мы должны были ее поставить во дворе Национальной библиотеки, вот кирпичного здания. Вот. Но так как сейчас идет ремонт вот проспекта Ленина, там просто людей нет. Вот. И, соответственно, решили поставить ее около IT-парка. Коллеги мои поддержали. Ленина 1, по-моему. Ленина 1, да. И коллеги мои поддержали, и мы в итоге там собственными вот средствами, собственными усилиями сделали вот такой небольшой, как вот японский сад камней. Вот. Как положено, там с граблями, вот которым ты узор рисуешь там и так далее, деревья, то есть кустики посадили, камни завезли. Кстати, если вот ты знаешь, где достать вот такие огромные глыбы, там, да, буду признателен, потому что мы хотели вот полутораметровые хотя бы установить. Что такое привезти там? Да. Забацать там, да? Забацать. И мы там делаем, получается, такую красивую перегородку, там будет солома висеть и так далее. То есть это вот такой тоже интересный проект, почему мы его сделали там, да, опять же. С одной стороны, там общественно, это людям, конечно, большинству нравится, там, да. Критики, конечно, есть, вот, но просто они не видели, что было до. Там было просто, ну, ничего. Да нет, там было не ничего, там было много пыли и много вот этого земли, где ничего не растет. Мы все это вывезли, кстати, мэрия помогла очень хорошо. Засыпали это все отсевом, вот этой мелкой щебенкой, ну и, соответственно, вот сделали вот всю эту историю. Почему мы это сделали? Потому что, так как сейчас город в ремонте и так далее, да, и мы любим наш город, там, да, я вот люблю город, он мне даже снился, когда я в Ирландии учился, да, вот как я иду с конечки, вот пятерка, Гемин, домой, там уже март месяц, не так холодно, снег, солнце, там, снег под ногами хрустит, этот сон мне часто снился, вот, и поэтому мы все любим искренне наш город и решили вот сделать что-то такое также и для себя, где бы нам было бы комфортно тоже сидеть, ну и, соответственно, другим, если нам комфортно, другим тоже хорошо. В итоге туда приходят музыканты, туда приходит бизнес, например, вот мороженщики там мороженое продают, потому что там все-таки проходной очень такой проходной перекресток, потому что там Хабарова, Ленина, вот, и 203 микрорайон, 202, вот, очень большой трафик. Да. Ну, здорово. Ну что ж, эфирное время, к сожалению, не резиновое. Нам уже потихоньку надо закругляться. Традиционная традиция, которая у нас в нашей передаче есть. Василий, спасибо тебе большое, что ты был сегодня нашим гостем. И пожелания нашим телезрителям, пожалуйста, вот. Да, на самом деле, вот я только вот разогрелся, да, вот действительно очень вкусно. Хотелось разговаривать. Ну, да, потому что во время завтрака, да, ты один как бы здесь. Ну, я, по крайней мере, потому что я рано просыпаюсь, это типа в 5:20 и так далее, да, там, ну, все, понятное дело, спят. Вот, и завтракаю я один. А тут, получается, можно, оказывается, и завтрак готовить, беседовать, там, что-то новое узнавать. Что бы вот хотел пожелать телезрителям, да, это все-таки, ну, я не могу сказать, что я там большой приверженец там, правильного питания там, и так далее. Бывает там немножко нарушает и так далее. Но все-таки наша вот природа дает нам очень много, там, да, у нас очень, наша вот территория огромной республики, это тоже кладезь вот каких-то полезных трав, возможно, там, да, каких-то вот у нас прекрасно растут вот овощи, там, фрукты даже некоторые умудряются выращивать. Вот, поэтому надо всеми этими благами пользоваться, вот, ягоды. Ну, вот, в эту субботу как раз-таки вот мы точно вот поедем с семьей собирать голубику на Великом тракте, где вот вы сказали. Вот, поэтому питайтесь вкусно, питайтесь, как ты сказал правильно, осознанно, там, да, и рационально. Вот, соответственно, вот так. Да, а я еще раз скажу, у нас в гостях был Василий Ефимов, генеральный директор венчурной компании «Якутия». Василий, спасибо. Да, спасибо, Петр. Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом мы потихоньку закругляемся. Будьте здоровы, друзья. Ну а мы что? Мы продолжаем кушать. Нам нужно это все доесть.